Как сообщила замминистра труда, занятости и социального развития региона Мадан Заурова, в настоящее время в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних сельского поселения Троицкое находится 50 детей в возрасте от 7 до 18 лет из социально неблагополучных семей. Основными задачами центра являются профилактика безнадзорности и социальная реабилитация несовершеннолетних от 7 до 18 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обеспечение их временным проживанием, оказание содействия в дальнейшем устройстве детей, оказавшихся без попечения родителей. Оказывается квалифицированная социальная, правовая, психолого-медико-педагогическая помощь на основе индивидуальных и групповых программ, включающих профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты. Основной проблемой, по мнению замминистра, является необходимость приобретения транспорта для подвоза детей к школе. По ее словам, по причине отсутствия у центра лицензии на осуществление общеобразовательной деятельности, процесс обучения ведется на базе школы номер 2 в сельском поселении Троицкое. Срок эксплуатации машин истек, они часто ломаются и подлежат списанию. Марьям Амриева дала поручение региональному министерству труда и занятости проработать вопрос обеспечения реабилитационного центра новым транспортом и доложить о возможных вариантах решения данной проблемы на следующем очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Транспорт у вас не очень хороший. Это неправильно. Подумаем. Это вот вопрос, который надо решать. Другое дело со зданием. Здесь посложнее. Но тем не менее этот вопрос стоит. Я знаю, насколько актуально. Ваш министр об этом всегда говорит. Насчет автобусов мы должны с вами этот вопрос проработать. Ответственным лицам Марьям Амриевой был рекомендован ряд соответствующих предложений по увеличению эффективности деятельности в данном направлении. Особенно зампред отметила необходимость постоянного взаимодействия администрации городов с соответствующими ведомствами и структурами по проведению работы с неблагополучными семьями, по которым поступают тревожные сигналы в правоохранительные органы республики. Рина Цичоева, Фатима Матиева, Рахман Суров. Новости 24.